Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире новости на канале таджикского телевидения, в студии Улугбек Салимбекзаде. И к основным новостям к этому часу. Сегодня под председательством основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, председателя правительства Республики Таджикистан, уважаемого Амоли Рахмона, состоялось заседание правительства Республики Таджикистан. В работе заседания вначале был заслушан отчет председателя Комитета по делам молодежи и спорта при правительстве Республики Таджикистан Абдулла Рахмонзуда о ходе выполнения постановления правительства Республики Таджикистан от 27 мая 2017 года под номером 260 о комплексной программе развития физической культуры и спорта в Республике Таджикистан на 2017-2021 годы. Было отмечено, что комплексная программа развития физической культуры и спорта в Республике Таджикистан на 2017-2021 годы принята согласно указаниям и поручениям президента Республики Таджикистан. Цель программы развития физической культуры и спорта – доступна ее для населения, массовость спорта, эффективное обеспечение занятия физической культурой и этим путем изыскания одаренных подростков и молодежи для достижения высоких спортивных результатов на уровне международных соревнований. Президент страны, уважаемый Амоли Рахмон, дал указание обеспечить министерствам и ведомствам, исполнительным органам государственной власти областей города Душанбе, районов реализацию комплексной программы развития физической культуры и спорта в Республике Таджикистан на 2017-2021 годы. В работе заседания был рассмотрен ряд законов. В конце заседания президент страны, председатель правительства Республики Таджикистан, уважаемый Амоли Рахмон, дал поручение правительству страны, руководителям исполнительных органов государственной власти областей, городов и районов относительно обязательного выполнения ранее данных поручений правительства страны и очередного заседания правительства Республики Таджикистан об ускорении работ по созиданию и благоустройству с целью достойной встречи общенационального праздника 30-летия государственной независимости, сбора без потерь урожая из числа зерновых, фруктов, овощей, бахчевых культур, увеличение объемов экспорта сельскохозяйственной продукции за пределы страны и ускорение повторного сева. С 1 сентября текущего года, согласно указу президента Республики Таджикистан Амоли Рахмона, будут увеличены размеры пенсии отдельных категорий пенсионеров, которым назначается и выплачивается пенсии по инвалидности. Увеличение размеров пенсии составит от 20 до 50%. Указ президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона об увеличении размеров пенсии отдельных категорий пенсионеров, которым назначаются и выплачиваются пенсии по инвалидности, направлен на улучшение материального положения и повышение уровня социальной защищенности инвалидов. Согласно указу президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона, будут увеличены размеры пенсий отдельных категорий пенсионеров, которым назначаются и выплачиваются пенсии по инвалидности. Так, с 1 сентября 2021 года будут увеличены пенсии инвалидам с детства, которым назначены страховые, трудовые и социальные пенсии на основе законов Республики Таджикистан о страховых и государственных пенсиях и о пенсионном обеспечении граждан Республики Таджикистан без учета надбавок в размере 20% от установленного размера базовой пенсии. Эта категория охватывает свыше 52 тысяч инвалидов. Кроме того, будут увеличены пенсии детям до 18 лет, которым назначена социальная пенсия по инвалидности на основе закона Республики Таджикистан о страховых и государственных пенсиях без учета надбавок в размере 20% от установленного размера базовой пенсии. Эта категория детей до 18 лет охватывает 22 тысячи инвалидов. Согласно новой инициативе президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона, будут увеличены пенсии инвалидам первой группы, которым назначена пенсия на основе закона Республики Таджикистан о страховых и государственных пенсиях без учета надбавок в размере 50% от установленного размера базовой пенсии. В Таджикистане действуют нормативно-правовые акты, которые определяют правовые, экономические и организационные основы обеспечения социальной защиты инвалидов и создают им равные возможности для жизнедеятельности и интеграции в общество. Государственная политика Республики Таджикистан в области социальной защиты инвалидов осуществляется на основании принципов законности, гуманности, соблюдения прав человека, гарантии необходимого уровня социальной защиты, обеспечения доступности медицинской, социальной и профессиональной реабилитации и других. Шахлубердива, Дильшоди Хушвахт, телевидение Таджикистан.
В настоящее время для развития различных социально-экономических сфер в Таджикистане реализуется 70 государственных инвестиционных проектов на общую сумму около 40 миллиардов сомони. С целью постепенного увеличения объема производства конкурентоспособности промышленной продукции в Таджикистане, ускоренной индустриализации страны объявили 4-й национальной целью. О привлечении внешних инвестиций и развитии сферы промышленности страны расскажет Шало Бердиева. В прошлом году в стране были построены и сданы в эксплуатацию 300 промышленных предприятий и цехов с более 6500 рабочими местами. В этот период было создано более 193 тысяч постоянных и сезонных рабочих мест, а денежные доходы населения возросли на 10%. В этом направлении в 2021 году прежде всего эффективно используются имеющиеся возможности и ресурсы введения в строй новых мощностей и активизация действующих мощностей, расширение привлечения отечественных и зарубежных инвестиций и на этой основе обеспечения выполнения намеченных показателей, особенно по умножению валового внутреннего продукта на уровне не менее 7% и решению актуальных проблем населения. Улучшение инвестиционного климата и развитие предпринимательства, привлечение прямых инвестиций для обеспечения устойчивого развития национальной экономики считаются одним из приоритетных направлений нашей экономической политики. В нынешних условиях развитие цифровых технологий считается основой экономической конкурентоспособности. Правительство страны вклад частного сектора в национальную стратегию развития на период до 2030 года расценивает как ведущую силу устойчивого экономического развития, как главное средство обеспечения национальных целей и создания на этой основе условий для достойной жизни народа. В результате постоянной поддержки государства и правительства в настоящее время частный сектор развивается устойчиво, и на сегодня его доля в валовом внутреннем продукте составляет более 70%, а в деле обеспечения населения рабочими местами его вклад достигает 68%, налоговый доход в государственный бюджет 80%. В настоящее время для развития различных социально-экономических сфер страны реализуются 70 государственных инвестиционных проектов на общую сумму около 40 миллиардов сомони. Только в 2020 году было подписано 29 инвестиционных государственных соглашений на сумму 10 миллиардов сомони, которые направлены на улучшение социальной защиты населения, медицинского обслуживания, создание объектов сферы образования, развитие села, строительство, восстановление дорог и энергетических объектов. В стране расширяются работы в направлении создания металлургических, горно-обогатительных предприятий, а также предприятий по переработке цветных и дорогих металлов до конечной продукции, развития машиностроительной, текстильной, пищевой и фармацевтической промышленности. После обретения независимости политика государства в сфере промышленности коренным образом изменилась. Основное внимание стало уделяться укреплению производства и экспорту готовой продукции путем внедрения новых технологий, широкого использования источников местного сырья, его полной переработки и всестороннего использования трудовых ресурсов. В результате этого только за последние 5 лет внутри страны было произведено импортозамещающей продукции на общую сумму более 44 миллиардов сомони, что способствовало резкому снижению зависимости продовольственного рынка от импортирующей продукции. С целью постепенного увеличения объема производства конкурентоспособной промышленной продукции в Таджикистане ускоренную индустриализацию страны объявили 4-й национальной целью. Таджикистан обладает богатыми запасами различных минералов, таких как черные, цветные, драгоценные, редкие металлы, самоцветные и декоративные камни, уголь и тому подобное, утвержденный объем которых составляет сотни миллиардов сомони. В 1991 году в стране было зарегистрировано всего 358 промышленных предприятий. Только в 2020 году были построены и сданы в эксплуатацию 300 новых промышленных предприятий и цехов с более 6,5 тысяч рабочими местами. В результате в 2020 году количество промышленных предприятий достигло 2274, и в соответствии с намеченными планами в течение 7 будущих лет их число будет доведено до более 3500. То есть развитие будет составлять более 54%. В Таджикобадском районе продолжается строительство парка отдыха и культуры и здания Дворца культуры. В селениях района проводятся культурно-развлекательные мероприятия по случаю 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан. Каждый сельчанин стремится внести свой вклад не только в благоустройство родной земли, но и в музыкально-песенное искусство. В селениях Таджикобадского района проводятся культурные мероприятия, в которых принимают участие талантливые люди самых разных возрастов. Музыкальные коллективы села Фатхабад порадовали сельчан и гостей своими яркими выступлениями и достижениями в сфере народного хозяйства. В
Таджикобадском районе развернуто мероприятие по созиданию и благоустройству. Для населения этого отдаленного горного региона созданы благоприятные условия для отдыха и проведения культурно-развлекательных мероприятий. Излюбленными местами жителей являются площадь государственного флага и герба. Кроме того, в центре района продолжается создание парка культуры и отдыха, а также дворца культуры. Жители Таджикобадского района готовятся к достойной встрече 30-летия независимости страны и в этом плане своим самоотверженным трудом прилагают усилия для увеличения производства сельскохозяйственной продукции и благоустройства каждого уголка родного края. До юбилея государственной независимости с участием художественной самодеятельности и популярных артистов запланировано проведение ярких концертных программ и агитационных мероприятий. Ну и последняя иммунизация – залог здорового будущего. С сегодняшнего дня около 1,4 миллиона детей в Таджикистане будут охвачены иммунизацией против полиомиелита в ходе дополнительных дней иммунизации. В рамках данной кампании до 5 июня родителям и опекунам необходимо обеспечить получение первой дозы вакцины против полиомиелита всеми детьми, родившихся после 1 января 2016 года. Иммунизация необходима, если ребенок получал вакцины в соответствии с национальным календарем иммунизации и во время дополнительной кампании с инъекционной вакциной против полиомиелита в феврале 2021 года. Полиомиелит является очень опасным и заразным заболеванием, вызываемым полиовирусом. Полиомиелит не лечится, только вакцинация несколькими дозами вакцины может предотвратить полиомиелит. Основная цель проведения данного мероприятия – еще больше укрепить иммунитет детей в возрасте до 5 лет против полиомиелита и поддержать статус страны, свободной от полиомиелита. Уважаемые телезрители, это была вся информация, подготовленная к этому часу нашими коллегами. Мы не прощаемся с вами, оставайтесь с нами на нашем канале. Приятных вам новостей и до встречи.